помогите разобраться, почему указ Трампа, связанный с мигрантами, вызвал такие трудности для исполнения и вопросы в том, как его трактовать. Я считаю, что этот указ был подготовлен не так, как это обычно принято делать с президентскими указами в США. Этот процесс должен включать в себя длительные консультации с представителями госструктур, ответственными за выполнение указа, то есть с Министерством внутренней безопасности. Но в этом случае указ готовили политконсультанты Трампа в Белом доме, которые в свою очередь консультировались с другими политическими советниками. В результате глава министерства узнал о существовании указа только после его подписания и не успел создать инструкции пограничникам и так далее. В результате и получился тот хаос, который мы наблюдали в эти выходные. Означает ли это, что этот указ и указы, принятые подобным образом, будут обречены на многократные разбирательства в судах или нет? Его будут оспаривать и уже успешно оспаривают. В указе достаточно много юридически спорных моментов, и, вероятно, судебные решения оставят людей в США. 4 федеральных суда уже приняли такие решения. Но, разумеется, в американском праве не нужно оспаривать каждый отдельный случай. Суды принимают решения на основе базового принципа понимания и интерпретации закона. То есть решения, принятые в этих 4 случаях, могут принести пользу всем, кто приезжает в США. В некоторых странах, таких, к примеру, как Россия, любой указ, даже президентский, может быть подписан только после вердикта главы юридического управления, специального юриста, который проверяет его на соответствие исполнению всех законов, принятых до этого. Когда вы говорите, что Трамп подписал указ, ссылаясь на опыт, мнение и компетенцию лишь политтехнологов, он не нарушает этим никакие правила, принятые в Америке? В Белом доме сейчас утверждают, что в Министерстве юстиции в последний момент просмотрели указ. Но я знаю людей, которые читали указ и сомневаются в этом. Слишком много очевидных ошибок. Я бы сказал, что американская конституция не допускает дискриминации по религиозному признаку. И так называемый исламский запрет абсолютно неконституционен, по словам всех экспертов. Но в этом случае он создан таким образом, что запрещает въезд в страну гражданам 7 государств, более 90% населения которых мусульмане. В указе нет слова «ислам» или «мусульманский», но он воспринимается таким образом, потому что Трамп так его описывал во время своей предвыборной кампании и регулярно говорил о том, что запретит мусульманам приезжать в США. Спасибо. Спасибо, Скотт Хортон, профессор Колумбийского университета, на связи со студией «Настоящего времени».